Неравнодушные жители Коми продолжают сбор гуманитарной помощи для наших бойцов и мирного населения Донбасса. В регионе работают десятки пунктов приема, однако многие организуются самостоятельно. Собирают теплую одежду, медикаменты, подарки детям, а потом везут их, чтобы лично передать в руки наших земляков. Какие сейчас вещи требуются и куда их можно принести, в сюжете Павла Королева. Дорога Лисичанск. Вот по таким дорогам активисты из Сыктывкара везли гуманитарный груз. До Лисичанска Луганской Народной Республики проехали около 2500 километров. И чем ближе были к цели, тем больше встречалось разрушенных домов и сгоревшей техники. Местные жители встречали радушно. Они благодарны за любую помощь. Спасибо огромное всем. Это люди из Сыктывкара проделали долгий путь, потому что на Березово гуманитарка не поставляется. Нет ни воды, ни газа, ни света. И пусть название столицы Коми не у всех местных жителей получается выговорить правильно с первого раза, но они явно стараются. Здесь же, вдали от родной республики, добровольцы из Коми встретили земляков. Привет, Республике Коми от Лисичанска. Я думаю, там много украинцев бывших. Очень много. Живет очень много. Человек раньше жил в Яриге. Да, жила на Яриге, работала в детском саду в 84-м. А это уже сам Лисичанск. С весны город живет без света и воды. Частенько прилетают снаряды. И, конечно, в канун Нового года детишки из местной школы были очень рады сладким подаркам. Хоть и просьбы к Деду Морозу у них отнюдь не детские. На улице при плюс 10, в школе плюс 5. Опять-таки без света, без воды, без ничего. Вот так и учатся. Привезли детям подарки, дети очень рады, довольны. В письмах Деду Морозу дети пишут, что хотят колбасы и хотят, чтобы не стреляли. А это уже подарки для наших бойцов. Мыться и стираться на передовой порой негде, поэтому очень нужны носки и нижнее белье, отмечает Александр Деркач. Сам он прошел Чечню, поэтому не понаслышке знает об окопных вшах и жизни в блиндаже. Говорит, решили с товарищами самостоятельно собирать помощь нашим бойцам и жителям Донбасса. Кинули клич. На призыв откликнулись многие жители республики, принесли даже именные посылки. Организовано было это заранее, мы обозначили адрес, где они могут забрать свои посылки. Вот, привезли на конкретный адрес, это на конечную точку, можно сказать, ближе к передовой. Вот. И оставили. Они все эти посылки в течение нескольких дней оттуда забрали. Сейчас мужчины готовят к отправке следующую партию теплых вещей, медикаментов и продуктов. Адреса пунктов сбора в Сыктывкаре на экране. Активисты планируют все доставить к 23 февраля. Но все будет зависеть от того, как быстро машина заполнится гуманитарным грузом. Павел Королев, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.